чтобы по пути была аптека. Когда-то таких молодых людей называли тимуровцами. Сегодня они, по сути, последователи того самого советского движения, добровольцы-волонтеры, готовы протянуть свою руку помощи. Мы сейчас помогаем бабушкам для того, чтобы они не выходили на улицу, то есть, чтобы они не оказались под такой грозной атмосферой, чтобы не было никаких опасностей для них. Вот. Скажите, ну для вас это вот что значит помогать вот на неизвестной земле, неизвестным бабушкам? Ну, все-таки неизвестная земля, все-таки мы помогаем не испанским бабушкам, не русским бабушкам, а просто бабушкам, людям. Вот. Жалко таких людей, которым действительно реально тяжело в данной ситуации, которые реально не могут выйти, которые уже сами по себе еще до всей этой ситуации оказались изолированы в какой-то степени от мира. Вот, и помочь им это в какой-то мере своим долгом могу даже считать. Просят, продукты и лекарства, мне кажется, это на самых важных. Вот мы вчера ходили к бабушке, у нее там огромный список и очень много лекарств. Ей самой там ходить сложно. Думаю, это то самое дело, которое, наверное, стоит заняться. Снимайте перчатки, обрабатывайте руки антисептиком. Далее опять измеряйте температуру. Каждое утро в этот волонтерский штаб стекаются люди разных возрастов и разных профессий. Но большинство, конечно же, молодежь, студенты, ушедшие на вынужденные продолжительные каникулы. Все они уже прошли регистрацию на сайте добро.ру или же на сайте Госуслуг Татарстана. После прохождения инструктажа волонтеры получают задание и выезжают на помощь по первому звонку. После того, как человек посетил заказчика, до того, как человек посетил заказчика, он обязательно также обрабатывает руки антисептиком. Скажи, у вас тут ребята все ответственные, да? Само собой, как же иначе. Если относиться к таким вещам безответственно, то мы тут все перезаразимся, это основа. Если в первые дни нас встречали по 3, по 4 заявки, то после люди нам уже начали верить, люди начали нас узнавать на улице, и стало очень приятно, когда люди просто видят нас и говорят: давайте мы вам поможем, давайте мы вас довезем. На сегодняшний день количество звонков с каждым днем увеличивается. Это говорит о том, что наши граждане более ответственно начинают относиться к своему здоровью и к здоровью окружающих, и что только самоизоляция сможет остановить распространение данного вируса. Алгоритм действий, казалось бы, незамысловатый. Систему отрабатывали буквально на ходу. На единый номер Общероссийского народного фронта поступает заявка, которая направляется по регионам. По просьбе заявителя формируется список продуктов, лекарств и товаров первой необходимости. Причем волонтеры заранее опрашивают все детали покупки, по какой цене товар будет приемлем для заявителя. Каждой заявке присваивается уникальный код, пароль. Это важно, чтобы уберечь граждан от мошенников. После совершения покупки волонтеры предоставляют чеки, а в штаб отчет о проделанной работе. И когда волонтер приходит, вы можете спросить этот номер. То есть я сам лично встречался с тем, что бабушки в домофон спрашивают: назовите пароль или назовите код. Ты называешь им номер заявки, и они понимают, что это действительно настоящий волонтер, который пришел вам помочь. В Татарстане практически в каждом городе есть отделение волонтерских движений. Тысячи человек по всему Татарстану участвуют в этом благородном деле. Только в Казани работают свыше 200 волонтеров от молодежного крыла ОНФ. В региональном отделении Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» 9 местных отделений, которые находятся именно в тех населенных пунктах, где есть медицинские колледжи. Помимо того, что мы помогаем пожилым людям, наши волонтеры работают в поликлиниках, в приемно-диагностических отделениях больших республиканских больниц, измеряют температуру тела, также забирают рецепты из поликлиник и относят бабушкам с препаратами. Для многих это стало собственной инициативой. Они не объединились в движении, а просто по велению сердца стали помогать соседям. Наверное, поэтому реальное число волонтеров по всей республике сосчитать невозможно. Да и нужно ли это? То есть те, кто в зоне риска, это пожилые люди. Если уж такая ситуация, пусть лучше посидят дома, не выходят на улицу. А молодые могут подключиться. В Нижнекамске на крупных предприятиях организовали помощь своим пенсионерам-ветеранам. В свободное от работы время сотрудники компании доставляют все необходимые продукты питания и медикаменты. Хлеб, молоко, лекарства – это то, что заказывают чаще всего. Волонтеры работают четко по инструкции. Пакет передают не из рук в руки, а оставляют у порога, вложив в него памятку о мерах профилактики. Конечно, тем более таким людям, вот как я, например, как инвалид, а пожилых сколько много сейчас, а мамочки одинокие с детишками, вот, да. Ну вы рады? Конечно, очень, спасибо большое. Бабушка в перчатках, конечно. Так, это у меня хлеб, все, спасибо огромное за оперативность, успехов вам.
С 27 апреля Министерство социальной защиты организовало единый колл-центр. По этому единому номеру можно позвонить с любого уголка республики. Здесь принимаются заявки от одиноких граждан свыше 65 лет. По данным Министерства труда и социальной защиты, в республике к этой категории относятся свыше 115 тысяч человек. 13 тысяч из них всегда находятся под присмотром социальных работников. Остальные могут обратиться за помощью, позвонив по номеру горячей линии, куда теперь ежедневно поступает несколько сот заявок. Я прошу и обращаюсь к пожилым, заказывайте, пожалуйста, продукты на более длительный срок, не на день, не на два, потому что количество звонков очень большое. И вот с тем, чтобы выполнить все заявки, вот этот продукт, который вам необходим, важно все-таки, чтобы этот заказ был достаточно объемным. По словам министра, сегодня помощь нужна не только пожилым людям. Многодетные семьи, одинокие матери с детьми также нуждаются в поддержке. В этот сложный период министр попросила всех отцов и матерей, которые уклоняются от алиментов, погасить хоть часть долга перед своими детьми. Сегодня дети уходят на дистанционный режим. Им нужен компьютер, процессор. Иногда им нужно будет даже элементарную веб-камеру для того, чтобы дистанционно обучаться. Сумма долга алиментщиков более 2,5 миллиардов рублей. Я прошу, закройте какую-то сумму долга. Сегодня не время прятаться. Не время не выполнять свои обязанности. Наверное, надо объединиться, забыть обиды и прежде всего, хоть как-то помочь своим детям. По-татарски слово «помощь» будет «ярдем». Министерство цифрового развития Республики Татарстан совместно с командой IT-парка запустили портал с одноименным названием. На сайте «Ярдем» собрали всю информацию о цифровых сервисах и услугах для жителей республики, находящихся в режиме изоляции. Свыше 140 сервисов, из них более 70 по доставке продуктов и готовой еды. На этой неделе в Татарстане заработал еще один очень важный и необходимый проект. Сообщество предпринимателей выступило с инициативой безвозмездной поддержки одиноких и малообеспеченных граждан. Были подготовлены свыше 1000 продуктовых наборов на сумму 1500 рублей. Продукты первой необходимости – это крупы, макаронные изделия, мука, масло, чай, средства гигиены. Планируется закупка еще 10 тысяч бесплатных наборов на благотворительные средства. Проект уже поддержали ряд крупных и малых компаний и частные меценаты. Оплатить такой набор для нуждающихся можно вот на этом сайте. Президент республики Рустам Минниханов уже присоединился к акции «Мы вместе» и сделал свой взнос, поблагодарив при этом всех тех, кто не остался в стороне в это сложное время. Ильзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.